В Доме культуры села Айкино кипит работа. Капитальный ремонт здесь начался 1 января этого года. Рабочие на своем посту. Объекты необходимо сдать до новогодних праздников. На сегодняшний день у нас на 90% выполнены электромонтажные работы. Работы по замене отопления выполнены где-то примерно на 80%. По слаботочным системам готовность 50%. Вот. Что касаемо наружных работ, почти что полностью, это где-то 80%, мы выполнили работы по устройству дренажной системы. Это монтаж дренажных труб и дренажных колодцев. Главная проблема в том, что вода постоянно стекала под фундамент здания. Во время последнего обновления в 90-х этот момент не учли и не исправили. А ведь Дому культуры уже не один десяток лет. Дом культуры в селе Айкино был построен более полувека тому назад. За это время здание заметно обветшало. Местные жители рассказывают историю о том, как штукатурка сыпалась с потолка над сценой прямо во время мероприятий, а в кабинетах зимой было невыносимо холодно. Аварийное здание планировали уже снести, но к вопросу о капитальном ремонте одного из главных достояний Усть-Илимского района подключились на федеральном уровне. Такой необходимый ремонт в Доме культуры откладывался 10 лет. Последней надеждой местных специалистов стал прошлогодний форум сельских работников социальной сферы в Москве. Тогда директор учреждения обратилась напрямую к председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко, которая взяла вопрос на контроль. Коллеги, если так эффективно работает Дом культуры, такой штат большой, такие коллективы художественные, ну что же тогда приоритетом является? Кто более пробивной или кто делом занимается? Да? Ну, так нельзя оставлять без внимания. Просто плохо, что никто не обращается. Коллеги, удивительно. Коллеги, давайте проблемы региона предметно. Результат нужен. Меня процесс не интересует. Меня интересует результат. В 2023 году была направлена заявка в Минкульт России. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» выделили более 80 миллионов рублей. Благодаря грамотной и слаженной работе правительства региона начался капитальный ремонт. Ход работ проинспектировал глава Коми. Владимир Уйба осмотрел помещение Дома культуры и дал четкие поручения подрядчику. Работу необходимо выполнить на высшем уровне. Вот она висит на соплях. Да, вот согласен. Это нельзя так делать. Раскрывайте, сразу убирайте. Вы же раскрыли, потом у вас со всех сторон все висит. Это так нельзя делать. Это не производство работы, это опасно. Работы идут параллельно как снаружи, так и внутри помещения. Кровельщики и каменщики на верхних этажах укрепляют полы и в подвале. Всего 28 работников. Глава Коми отметил, мало. Необходимо привлечь еще специалистов и ускорить темпы работы. А тем временем обновление храма культуры ждут не только жители села. Все население, весь район всколыхнулся. Наконец-то Дом культуры Айкино будет отремонтирован. Наши дети, участники художественной самодеятельности, безмерно рады, что будут в красивых условиях, теплых, уютных, работать дальше. Сейчас местные коллективы занимаются на площадках детского сада и средней школы. Активно участвуют в конкурсах и вовсю готовят новогоднюю программу, которую планируют показать уже на обновленной сцене в родных стенах. Ксения Мишарина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Усть-Илимский район. Добавлю, в Коми с 2020 года в рамках различных федеральных и региональных программ капитально отремонтировано уже 17 муниципальных домов культуры.